главы стран ЕАЭС подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств, членов Евразийского экономического союза. Оно вступит в силу после его ратификации парламентами всех стран ЕАЭС. Но нашим гражданам, которые работают в странах ЕАЭС, необходимо знать: 1. К странам ЕАЭС относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. 2. Соглашением определено, что трудящимся является гражданин государства, члена ЕАЭС, у которого формируются либо формировались пенсионные права в связи с трудовой или иной деятельностью на территории другого государства-члена. 3. Пенсионные права трудящихся формируются за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и у граждан государства, где они трудятся. К пенсионным взносам относятся, в Армении, налоги или иные взносы, дающие право на пенсию, в Беларуси страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в Казахстане пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд, в Кыргызстане страховые взносы в ПФ-ГНПФ, в России страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В каждой из стран ЕАЭС пенсионные взносы отчисляются за работников, которые трудятся официально, то есть по трудовому или гражданско-правовому договору. Если человек работает в теневом секторе, за него пенсионные взносы уплачивать не будут, и соглашение на него не распространяется. Поэтому гражданам РК, которые работают или планируют работать в странах ЕАЭС, чтобы в дальнейшем получать пенсию по стажу, приобретенному в странах ЕАЭС после вступления соглашения в силу, необходимо заключать с работодателями трудовые или гражданско-правовые договоры, ответила Эльмира Талаева, заместитель руководителя Актюбинского филиала ЕНФ.